Ну что, ребят, всем привет-привет, доброе, наидобрейшее всем утро. Мы выдвигаемся с Якутии домой, наконец-то. Так что сегодня будет небольшой ролик. Так скажем, просто проедемся по Якутии, покажу вам Якутию. В прошлом ролике паром не было видно, да, покажу паром. Ну и все, и до Быстьяха, как бы небольшой, зачем 40-минутные ролики, такой 15-20 минутный выйдет, может чуть меньше. Посмотрим. Я один, Костян домой поехал. Поехали. Вон она, машинка. У Костяна домой. Так, свет выключаем. Навигатор мы с вами не надо, наверное, включить. Наверное, надо включить его. Я не помню, где там паром. Ладно, поехали потихоньку. Поскакали. Так, объезжаем аккуратно Америку. Оп, оп, лужи. Потихонечку выкарабкиваемся, чтобы Америке не снести мордашку. Тут еще глина у нас. Вылезти бы из грязи в князи. О, все. Площадочка, разгрузились. Все замечательно, груз нам нашли. Грузиться будем мы в Чите. Ближе груза нету. До Читы пойдем пустые. Что у нас с вами по пробегу? По пробегу до Якутии у нас вышло 7031 километр. То есть это со всеми заездами, остановками. То есть без заездов, да, мы там заезжали выгружаться. 28-48 расход. Расход не самый маленький. Надо скидывать. Но опять не забываем, да, 28 литров с половиной. Это до Якутии у нас вышел полностью. Все, здесь быстрее шиш разгонишься. Дорожка, как я и рассказывал, лоховастая. Сейчас будет дын-дын-дын-дын здесь. Вот такие вот кочечки идут. Вот. Вот они. Подобие лежачих полицейских. Где-то вверх, где-то вниз. Это гуляние пластов земли. Я так понимаю, идет. Ну и будем потихоньку катиться. Время у нас есть. Время домашнее. 2 часа 43 минуты. Местное 6 часов 30 минут. Местное, да. Ну, минуты те же самые. Вот они. Поехали. Все теплотрассы, ребят, смотрите, находятся поверх земли. То есть ничего здесь не спрятано в землю. Колодцев, если обратить внимание, на асфальте ни одного нету колодца. То есть вот они, все провода идут пучками огромными. Все это идет поверху. По низу земли нифига нету. Так что подземных коммуникаций, как у нас, здесь нет. Потому что как бы земля промерзает полностью на 100%. Якутия считается, она на вечной мерзлоте стоит. Летом, вот метра на 2 вниз за лето, отогревается земля и не далее. Метр-полтора бывает, даже меньше. А так все вот. Вон они, все провода поверху. Все дома стоят на сваях. Очень мало домов частных, маленьких, да, каких-то лавочек. Вот, подобие вот такой вот одноэтажной построечки, какой-нибудь сарайчика, стоящая не на сваях. А так абсолютно все дома стоят уже на сваях. По магазинам здесь интересно. Алкашку продают с 2 часов дня до 6, по-моему, вечера. И то в отдельных магазинах. То есть сигареты и алкоголь это надо вот в отдельный магазин покупать. В обычном магазине продовольственном, да, ничего это не купить. Гаражи, ребят, смотрите, все идут с отоплением, с газом, с отоплением, каждый гараж. Абсолютно каждый гараж. Заведен котел газовый. Отопление заведено.
Вчера ходили в баню. Ну, мужика спрашиваю, что, как здесь зимой? Сильно холодно. Он говорит, ну, блин, вот этой зимой наконец-то хоть нормальные морозы были. Я говорю, что, сколько? 60? Я говорю, а так что? Ну, так, 45-50. Ничего такого смертельного. Минус 30 для них здесь это жара. Получается. Это очень тепло. Минус 30. Кушают мороженку, чтобы остыть. Вот даже нет, не видно, он сайдингом заделан, торговый центр хотел показать. Но сейчас будем ехать дальше, дома будут жилые. Вот такие одноэтажные здания, да, вот подобие автосалончика тоже стоит как бы без свай. А что-то уже более серьезное, жилое помещение, это все уже на сваях. В автобусе также интересно было. Так. Все, нам по кольцу и налево. Вспоминаю дорогу, как ехать. Надо. Слева никого. Катера продают Ямаха. Справа никого. Да у нас и главное. Все, выехали напрямую. Сейчас поедем уже по самому городу. Так бы сказать, по промышленной части города скакали. Сейчас по городу поскочим. Колонки стоят с водой здесь. Спрашивал, как воды можно набрать, нельзя, нормальная, ненормальная вода. Посоветовали лучше не набирать. Плохая водичка бежит, плохая с колонок. Очень много здесь сейчас будем, если проезжать, будем проезжать, скорее всего. Скажу, стоят еще пункты очищенной воды. То есть пункты продажи воды. Большинство народу покупает воду. Так же, как и у нас, да, везде. То есть с кранов бежит плохая вода. Грязная. Местные говорят. Вот, видите, даже торговый центр. У него как бы и парковка, и он сам просто стоит на сваях полностью. Типа, что, торговый центр много? Сейчас, ребят. Он строится также на сваях, там здания. Где у нас жилые здания? Вот. И низ, вот сайдинг, да, это вот сваи сделаны. Вот желтая часть, это сваи. Видите, как высокие, какие высокие крылечки здесь идут. Шумахеры гоняют, обгоняют. Впереди у нас прекрасный опять перевал Кит. Я смотрел погоду. Завтра, послезавтра, там все дни будет, блин, снегопад. Так что, может быть, будем пользоваться цепями. Все возможно. Блин, вот не видно вам. Вот такие высотки даже, они внизу идут на сваях. Вот также здание, низ серый, там сваи. То есть они закрыты сваи сайдингом. А так там идет свайная часть. Полазил в интернете, посмотрел, почем недвижимость. Блин, дорогая здесь недвижка, дорогая. К примеру, вот сейчас будем проезжать. Ну, так скажем, да, это не центр города. Центр там слева. А это ближе к окраине, так полуобъездная дорога идет. То есть вот все, справа города уже все нету, да, вот можно заметить. Все, вот нету города, пустыри. И где-то сейчас будет у нас с вами домик. На нем плакат, вон там дальше. На нем плакат за пятикомнатную 18 лямов. Я в пересчет вел, 141 квадрат, 100 с гагом тысяч за квадратный метр получается у квартиры. Не дешево, не дешево здесь.
недвижка не дешевая. Да и так я посмотрел, от 85 тысяч квадратный метр. Город невысокий, но есть как бы такие здания. А да, в основном вот городишечка небольшой. Вроде город-то не очень и огромный, но он вытянутый, как Волгоград город. Пробки, пробки, пробки. Вот в таких одноэтажных домиках чаще всего что-то магазинчики, автосервисы, да, то есть вот этого, как у нас, большие автосервисы там в боксах. Нету здесь ничего такого, все вот маленькое какое-то, во дворах, подобие маленького мини частного бизнеса. Кто-то здесь и металл в своем огороде собирает, перепродает. По-разному. В следующий раз, когда будем в Якутии, нашел место, куда надо будет сходить. Недалеко, причем от погрузки. Там получается ретро-музей, как есть. Музей ретро-техники. То есть не только автомобиля, а вообще всей ретро-техники. Надо сходить, посмотреть. Вот, да, стоит здание. Оно, вон оно, стоит на сваях. Вот эта пятиэтажечка. И причем вот, да, вот она, эта пятиэтажка с объявлением пятикомнатной квартиры. Вот они, сваи. И здесь все так дома идут на сваях. Дорогу также не сделать здесь идеальная, она вся вон треснутая идет. Местами более-менее. Сейчас снова будем уходить. Эх, интернета-то нету на планшете. Куда у нас ведет? У нас получается вот с вами. Вот мы. Сюда дорога пошла на Магадан, в далекий край. Эх. Летом здесь хорошо, зимой, блин, холодно. Ну, посмотрим. Переправа откроется в декабре. А в декабре мы снова сюда поедем. И, как говорится, будем, поглядим, какие нас в декабре здесь морозы застанут. Потому что пик морозов идет декабрь, январь, февраль. То есть март уже так 30, 20. А вот декабрь, блин, декабрь. Ну ничего страшного, надо, значит, бороду побольше отрастить будет, чтобы похолоднее в бороде было. Я сказал, ролик будет 15-18 минут. Я уже болтаю 14 минут. Ладно, что. Посмотрим на Якутию с музычкой.
подъезжаем уже к паромной переправе. Вон они стоят. Но вот сюда не будем спускаться еще. Вот и здесь есть паром, который грузит. Но мы вон туда подальше на следующий поедем. Не на этот. Смотрим, вот у нас съезд направо. Вот, кстати, где я говорил, пункты разлива воды идут. Вот тут еще у них грузовички грузятся водой. Право. В очереди никого нет. Парни спят. Вот видите, сюда подъезжают водовозы, грузят и отвозят воду. Паром. Еще буквально чуть-чуть, и мы будем на пароме. Таран-тан-тан, очереди пока нету, и это радует. Так, а нам, по-моему, да, нам вот здесь сейчас направо. Но это, я так понимаю, наверное, кто вчера переправился, да, и остались ночевать. А наш паром, вот он, пока не будет. Пришвартовался, стоит, ждет. Мы, получается, третьи. Два бензовоза и мы. Глушим машинку. Так, включен. Так. Или он просто продернуть хочет? Ждем. Просто продернуть. Продернем за ним, сзади станем. Вот сюда, вот справа. Так, за ним. А что, куда он поехал? А, скорее всего, вот тот первый будет грузиться паром. Сейчас посмотрим, куда бензовоз. На тот паром или нет, пойдет на причал один или сюда. То есть, если тот первый будет грузиться, значит на тот. Что туда? Все, тогда по очереди пропускаем сейчас с этого бензовоза. Да, вот, все. У нас вот тот паром начал грузить первый. А потом будем мы заезжать, грузиться, кстати. А, нет, здесь нормально, здесь вровень стоим. Но это вот этот вровень стоит. Посмотрим сейчас. Вровень, не вровень. Тот паром будет стоять. Если не вровень, то надо будет, наверное, чуть-чуть задраться. Да хотя, нет, здесь вровень. Это вот на том берегу, на Бысяхе надо задираться будет. Блин, главное, чтобы оба двигателя работало. Сейчас мы пойдем по реке Лени. Причем у Лены, у реки очень достаточно сильное течение. И мы пойдем против течения. То есть, когда идешь сюда на пароме, по времени получается примерно минут 50. Когда обратно идешь на пароме, по времени получается где-то час 10. Потому что против течения на 20 минут дольше идет. Он такой большой, смотрите, ребята, что он? Воду-то показываю, давайте, кораблика. Вот он такой кораблик. ПТ-3 семерки, его номер СПТО 832 у того. Вон там, наверху. Капитан. Речфлота. На нас он думает, что сухопутная мазута, давайте, заезжайте. Кстати, ребят, вот этот паром, я спросил все-таки в прошлом рейсе, да, ой, не в прошлом рейсе, когда переходили сюда, я к нему потом еще раз подошел, я говорю, сколько берешь? В общем, да, сколько он берет веса? Общего веса он берет на 1000 тонн. 1000 тонн, ребята, обалдеть берет. Ну вот так вот, если считать, да, бензовозы они потяжелее, то есть, ну, при полной загрузке только одними фурами тут 600 тонн выходит. Ну вот это чуть-чуть вот с небольшим перепадом стоит, нормально. Сейчас
знаем, что, куда нам вставать. Сейчас подождем, когда он зайдет. И будем заходить. Пыхтит. А что, одна труба у него пыхтит? В течение одной трубы, наверное, нас за бензовозом поставят. Нет, дальше. Нас на левый борт будут ставить. Смотрим на него. На левый борт будут ставить. Ничего. А кого? Ничего, он нас тормознул. Вот видите, он нас остановил. Сейчас зеркало. Маленьких будет загонять. Нам пока трогаться нельзя. То есть тут надо слушать этого регулировщика, который расставляет машины. Почта России. А вот он, да, вот получается, вот по-разному заезжаем. Когда мы там заезжали, мы вот сюда вот вставали и последние выезжали. А тут первый заехал и первый выйдешь. То есть он стал прям вплотную на выезд. Посмотрим. Лена, я тогда в ней купался, нырнул, и меня сразу вот так понесло. Достаточно тут серьезное течение у Лены. Сейчас посмотрим, подойдет, скажет, куда нам. Сейчас этих поставит всех маленьких. Пепелацев расставит. Будет нами заниматься. Блин, грязно, я думал на пароме хоть чисто. На минералки сходить, достать из палетника будет. Короче, пока стоим так. О, команда была, поступила. По левому борту прижиматься. Прижимаемся. Даже видно, чуть-чуть ходит туда-сюда, туда-сюда. Наверное, надо чуть-чуть подпрямиться будет. Что-то как-то кривенько, косенько стоим и пойду я скажу, блин, а как мне минералку доставать, она в левом палетнике. Ладно, пока не подпрямился, пойду скажу, достану водички себе. Ну что, ребят, нам достаточно сильно повезло. У нас получилось вот 2 почты и 4 грузовика. Даже полной загрузки у парома нету. Мы пошли. Сейчас просил, падал кто-нибудь когда-нибудь за борт. Говорит, нет, ни разу никто не падал. Ну вот у них. Летом девчонка только с ума что-то сошла, видать. Обнюхалась, объелась чего-то, опилась. Прыгнула сама туда. А река Лена, она суровая река. Ее так до сих пор не нашли. То есть ее все бульк и унесло течением. Так что прыгать сюда не надо. Красота. Вот такой вот у нас с вами сейчас пейзаж за окном. Не знаю, чаю посидеть, что ли, попить, пока целый час сейчас идти на кораблике. Так, как на этом, на электрическом каре. Вроде и стоишь на месте, да, не трясет, ничего. Блин, по реке смотришь, и движение все равно ощущаешь небольшое. А тишина кругом, ребят. Тишина. Сейчас открою окно, покажу вам на другую камеру. Вот такая тишина за окном. На улице еще рассвет. Ну как рассвет, только что наступил. Якутия позади. Впереди Быстьях.
там еще паром идет. Навстречу надо стекло помыть. Ну все, ладно, ребята, я посижу, попью чая, отдохну пока. И потом уже будем выезжать. Тут вообще... тут какой-то другой паром. Не транспортный тот паром. Он длинный, плоский. Видать, груз таскает какой-нибудь там, уголь, не уголь. Ну что, ребят, вот мы и причаливаем. Уже трап опускают. Надо машинку запустить, чтобы пока воздух качало. Все, подходим. Так, и где мы будем вставать? На какой причал? Ну, здесь дерево грузят. Причем стоит, смотрите, да, баржа, которую грузят, так сказать. А толкающего корабля пока нету у нее. Вон там Делка грузится, стоит еще деревом. Мы где-то или вот этот вот скос, или следующий наш будет скос. Посмотрим сейчас, как подъедем. На улице на воде плюс 4 градуса. Плюс 4. Это замечательно. И плыли мы. Я тут включал зажигание, да, если встать. 1 час 30 минут у нас вышло перехода с одного берега на другой берег. Тан-тан-тан, блин. Нет, вот тот вот занят, второй причал, который с сильным спуском, подъемом. Там тоже стоит маленький, грузится. Сейчас посмотрим, куда будем подходить. Так, а выезжать нам здесь как? Нам, наверное, будет как-то сюда вылазить и вот так вот. Чуть-чуть назад, там у нас вольвочка стоит. Сейчас посмотрим. Ага. А он, по-моему, вот на этот первый целится. Подход. На первый. И здесь получается вот там раз, два, три. 3 подхода. Мы грузились со второго, вот посерединке, который рядышком. Сейчас на этот первый пойдем. Так. Смотрим, наблюдаем. По воде мы шли со скоростью примерно 10 километров в час у корабля была. 8-10. Вот он подходит. Не, здесь, мне кажется, ровно будет у нас все хорошо. По рации капитану говорит, чего куда швартоваться. Левее, правее, прямо. Влево пошел именно так. Опускай, опускай, опускай сейчас. Бамс. Блин. Вообще косячно встал. Ой, что-то я не смотрю в экран-то. Косячно стали. Сейчас будет отходить, наверное, чуть-чуть. Потому что куда воду, вот он, считайте, воду не следы, да, где идут. Вот он здесь на метр промахнулся. Даже на больше. Вот сюда вот он должен был упасть своим причалом. Сейчас, наверное, отойдет немножко. Подровняет себя. Все на Фоксе, всем ехать надо, стекла намывают, готовятся, воздух качают. Так, ну вот он себя сзади там отгоняет чуть-чуть.
Так, на большой скорости начали подходить. Сейчас, должен отойти. Сидим, ждем. Ну вот, он его поднял. Чуть-чуть. Оп. И снова опускает. Но вот сейчас что-то более-менее ровно он поставил его. Так, еще натягивает, поднимает. Зачем? А, назад, наверное, чуть-чуть отойти ему надо будет. Куда-то чего-то капитан не выспался, по ходу дела. Роняй, роняй, роняй. Нет, рано еще. Вот, говоришь, роняй. Бамс, все. Притормозило. Типа глуши двигатель, ставь якорь. Поехали. Все, махает, поехали. Оп, руль опускаем. Готовимся. Ручничок, маячок. Ну, нам подождать этих, когда выйдут, и потом нам выскакивать. Надо будет. Все, поехал этот за ним. Так, я понимаю, мне сейчас вот так вот. Так, сейчас вот эту Вольву пропустим. Мы назад сдадим. Мы назад сдадим сейчас. У нас все равно много сдавать назад не получится. Чтобы не вшататься в отбойник. В отбойник, чтобы не войти. Так, вот назад и вперед пойдем. Все равно выходить по ту сторону. Сейчас, ребятушки. Все, нам хватит места. Места нам хватит. Уезжаем самые последние. Сейчас вон начнут заезжать машины. Дождутся, когда я убегу с парома. И будут доходить. А мы домой. К любимым. Смотрим левый угол. Право, лево. Чтобы все красиво. Все как надо было. И поехали. Машина на погрузочку. Паромы еще чуть-чуть, может, недельку поработают и все, закрываться будут. Паромная переправа. Лед будет уже начинать вставать. Мы поехали. Все, давай, удачи! Грязь, месиво. Ох, как. Парни заждались здесь. Подбуксовывает. Вот что делать. Нам еще на заправочку заехать надо будет, подзаправиться чуть-чуть. Гонца литров 100 так плеснуть, чтобы был полный бак, потому что впереди у нас, ребят, да, мы вот тогда вот здесь грузились. Ё-моё, колеечко-то очень замечательное на паром. Мы тогда грузились, получается, отсюда, когда в Якутию шли. Ой-ля-ля. Немало народу. Да, ребятам придется постоять здесь немало времени. Потише, чтоб не обрызгать. Вот
Пока что-то ни у кого не видно, но у большинства. А, вот Volvo стоит, да, обратите внимание на лобовое стекло у Volvo. У них защита от камней вот здесь в Якутии стоит. Вот она стоит, решеточка. Видите, красота какая с этой решеткой. Вот еще одна Volvo такая же с решеткой стоит. Но они в сторону Магадана чаще всего бегают. У нас-то хоть более-менее асфальт идет, а у них там полностью по скальнику они ползут. Вот такую бы решеточку поставить, тоже классно было бы низ закрыть. Так, слева смотрим, никого у нас нету. Слева никого. Все. Выскочили мы на другую сторону берега. Здесь уже Нижний Бысьях у нас. Ну, такая же колеечка, как мы тогда примерно стояли. Часа 2 получается. Отстоим. Все, люди садятся, видят, что машины прошли, как бы сейчас будет продвижка. Парому кто-то запускается, кто-то на спальнике дрыхнет. Стоят ребятки. Все, сейчас заедем, заправимся. Ну и на этом на сегодня, наверное, видео закончим. Сегодня нам надо пройти 520 километров. Это уже другой ролик будет. Так, полочки закрыть. Да, вот, короче, это переправа, да, вот, которая здесь первая, почему мы проезжаем, и там мы проехали первую переправу. Это в основном одни легковушки. Туда очень и очень редко берут 1-2 грузовика. В основном там одни легковые автомобили, то есть большая толпа. Кстати, микроавтобусы, да, вот сейчас Хайс пролетел, почти все с багажниками на крыше здесь ездят. То есть много кто посылки передает, топливо с собой возят. Вот, то есть мы сейчас пойдем, да, вот у нас с вами впереди на сегодня 510 километров. Из этих 510 километров не то что интернета, так сотовой связи километров 400 не будет, 450. Она будет пару раз там где-то появляться километров на 10-15 и все, и без связи. То есть тут глухие места. Так что когда ездишь, идешь на Якутию, ладно, лето, да, еще. К зиме готовиться надо. Сейчас будут носочки шерстяные. Взять с собой валенки я уже положил, одежду теплую уже положил с собой. Все это взял. Цепи на машине есть. Вот еще бы сетки железные где-нибудь на Икибе, и было бы вообще огонь, классно. Понятное дело, что сетки железные здесь по горам нигде не помогут. То есть они помогут, к примеру, где-то отъехать, подъехать, да, вот припарковаться вот в таком месте. А по горам здесь только цепи. Цепи у нас есть, повторюсь. А, кстати, да, вот лопату надо. Приеду с рейса, надо купить лопату. Совковую лопату. И еще, наверное, надо будет прикупить немножко цементика. Килограмм 5. Это небольшое ведерочко какое-нибудь. Потому что цемент вещь хорошая. Она получается, когда вот на колесо сверху так посыпал. Вот катера есть, короче, стоят. Они как пассажиров таскают на этот берег. Чисто пассажиров. То есть кто-то здесь закончил, да, работал, домой лететь в аэропорт или вообще. Короче, речное такси, так скажем, вот эти катера. Сейчас, когда будет вставать лед, вот эти уже не будут ездить, будут более толстые баржи ходить. Будут реже ходить и более толстые. Вот они, короче, будут даже по цене на порядок дороже. Парни рассказывали, что существует даже баржа на этот берег, вот уже когда все, лед конкретный встает, ну еще не супер толстый, но уже толстоватый. Там баржа, короче, стоит в районе 100 тысяч за машину. Я не буду говорить, правда это или неправда, потому что я не могу это утверждать, я не видел и не только слышал этот момент. Там идет перед тобой ледокол, колет лед, и следом идет баржа. Из-за этого, короче, из-за ледокола это стоит конских денег, чтобы перейти на этот берег.
А так потом жди декабря. Ну, легковушки-то раньше пойдут, наверное, в начале декабря. Фуры-то в середине, ближе к концу декабря. То есть, когда уже наморозят лед, тогда фуры пойдут. Так, что у нас время? 9 часов утра. Здесь еще все закрыто. Здесь как в советское время. Продуктовые магазины работают с 10 часов утра. И так, потихонечку. Все закрыто. Кто еще не хочет работать? Сейчас заедем на заправочку. Собака нормально. Мы никуда не торопясь, потихоньку идем. Ну да, ребят, хотел я сделать ролик минут на 15. По ходу дела он на полчаса вылез у нас, это с вами ролик. Небольшой. Вроде километров, да, проехали мы, ерунда с вами, что-то в районе. Сейчас вам скажу. Было 38, сейчас 52. Ну или 33 было. Давайте 30, 50, 20 километров. Ну, край 25, да, километров мы с вами прошли. Даже не больше, чем 22 километра. Не больше, чем 22 прошли километра. Блин, ролик вышел минут на 20. И эти 22 километра у нас заняли пути. В 6:30 выехали. Время, если 9. 2,5 часа. Это при условии того, что мы вообще не ждали, нигде не стояли. То есть мы с вами сами, да, видели, только подъехали и тут же зашли на паром, на баржу. На паром тут же зашли, буквально минуты 3-4 и отправление произошло. То есть даже он не стал ждать, когда там наберется народу много. Почему? Потому что здесь очень много машин стоит, их надо на тот берег перетаскивать. То есть сейчас ближе к обеду, к вечеру много машин будет на том берегу скапливаться. Да, они сейчас уже, наверное, подходят. Что, время 9 утра. Так, а вот она и заправочка виднеется. Запас не тянет, своя ноша не тяжела. Так что заедем. Одно деление. Блин, вроде всю пыль протер. Пока на корабле шел, да, все протер, все чистенько, все разобрал, все красиво. А вот кусочек маленький забыл. Так что зайдем, заправимся и все, можно сказать, вот сейчас здесь у нас интернет уже кончится. Сотовая связь еще там полчасика продлится. И все. И ни интернета, и ни связи. Ничего у нас не будет. Забегаем. Ой, красота. Чай на дорожку, кстати, налил свою любимую термокружечку. Опти. Газпром нефть. Типа дочернее предприятие получается у них, что ли, это? Все. Хватит. Пойдемте заправимся. Все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч, ребят. И всего наилучшего. А мы пойдем заправляться, кофе пить.